Ассаламу алейкум всем. Мы начинаем сегодня разбор конкурсных работ конкурса на лучший логотип для колледжа сервиса сбыта говорю, для сервиса и быта. И вчера только закончился прием работ, сегодня мы начинаем трансляцию, где будем разбирать все работы, будем критиковать. Прошу на критику больно не реагировать, потому что мы это делаем, чтобы указать на ошибки, чтобы дизайнеры развивались. Сегодня будут комментировать Джабраил, Ибрагим и я, Берт. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Так, предлагаю начать. Вообще, я думаю, мы не будем называть авторов работ, мы будем просто по порядку в той же хронологической последовательности, что и загружали работы, в той же последовательности будем просто смотреть работы и разбирать их. В конкурсе участвовало достаточно много дизайнеров. Это было большой неожиданностью для нас. Мы не знали, что у нас есть столько логомейкеров. Это очень хорошо. И конкурс, по моему мнению, получился удачным. Завтра или послезавтра, наверное, заказчик уже выберет победителя. А перед этим мы просто, может быть, мы не хотим, чтобы наше мнение как-то влияло на выбор, или наша задача просто пройтись и показать даже больше не заказчику, а самим дизайнерам, указать на их ошибки, если они есть, и так далее. Тогда я предлагаю начать с первой работы. Первая работа вот такая. Мы видим сразу три варианта логотипа. Так, точно все видят, я не вижу. Я тоже не вижу. Подождите, я забыл вывести на экран. Все, видно. Да. Так, интересно, сколько у нас зрителей, кто-нибудь смотрит нас? Так, 3 зрителя, отлично. В общем, один зритель – это мама, наверное. Нет, скорее всего, 3 мамы. Подожди, у нас с тобой одна мама есть. Мама зашла. Я думал, что мама, папа и хомячок, а тут интересно. Так, ладно, пусть мама нас смотрит, ничего. Начинаем с первой работы. Первая работа включает сразу 3 варианта. У нас в условии было оговорено, что можно предоставить максимум 3 работы, поэтому первый участник, мы не будем называть ничьи имена, просто будем проходить по работам. Здесь мы видим вот такие варианты. Это такая, наверное, такой тип логотипов геральдика, наверное, называется, да, если я не ошибаюсь. Что-то среднее между гербом, да, и ближе к гербу, к эмблеме. В принципе, я думаю, для колледжа это подходит стиль эмблемы. Это классический стиль эмблем для колледжев, для учебных заведений. Что-то напоминает какой-нибудь логотип американского колледжа. У них близкие, похожий стиль бывают у эмблем, такие с засечками шрифты по кругу, и венки, и посередине какой-то знак.
Ну, американские, не американские, это все, у всех примерно такие они бывают. У нас тоже они, что в Ингушетии, что по России, примерно такие. Ну да, но за счет сериф, сан-сериф, шрифта есть такое, небольшая ассоциация есть. Что мы можем сказать по этим вариантам? Кто может начать? Я могу, в принципе, пройтись критикой. И, как Берт сказал, мы будем все работы критиковать, так что я надеюсь, никто не будет воспринимать это негативно. И что я могу сказать по этой работе? Ну, в целом, да, вот как мы сказали, вот В общем и целом. герба выполнена. Начну, вот непонятно, вот эти черные типа стрелки по углам у этой штуки. Не совсем понятно, что это, что они обозначают, для чего они сделаны. Ну, это, Потом скорее всего, тень. Типа, тень. ну, и типа, наверное. Ну, не считывается, не совсем понятно. Потом, что я могу сказать? Вот эта шляпа, да, вот как она называется, вот эта студенческая? Конечно, она академическая. Я не знаю, насколько это актуально для вообще наших. Я вот кроме как в фильмах нигде не видел вот такие штуки вообще в жизни. Может, я ошибаюсь. То есть я в российских вузах, колледжах бывает, что бывают, да, такие. То есть даже если не бывает, тут же суть не в этом. То есть это он конкретно этот знак символизирует, что мы знаем. Это чуть ли не символ как бы какого-то образования. Ну, я просто к тому, что насколько это актуально, если это вообще у нас не применяется, стоит ли в самом логотипе это отображать. Ну ладно, ну это один момент. Потом дальше это книга, я так понимаю, да, снизу и сверху солярный знак. А по краям вот эти листья тоже как бы чисто как венок, да. Ну, в целом, вот такие обычные, стандартные эти элементы, не сказать, что прям плохо, и не сказать, что что-то прям такое, ну, вот такой беспроигрышный вариант, в принципе, можно такую эмблему использовать для колледжа. И я смотрю сейчас больше на первый вариант. Второй и третий менее привлекательны, на мой взгляд. Второй, потому что вот с ингушским флагом мне не очень нравится решение прям один в один, там просто сам флаг разместить там и по цветам как-то, то есть какого-то нету такого сбалансированного сочетания. В третьем варианте красный вот этот знак на черной этой штуке, он теряется как-то, и по цветам не самое удачное решение. Черные венки на зеленом и красный текст на зеленом тоже плохое сочетание. Да. Ну, из этих, наверное, первый вариант более удачный. Первый вариант, да, мне тоже кажется, он из всех наиболее лучший получился. Единственное, вот эти штучки непонятные, они немножко загрязняют общую композицию. Мы все сходимся на том, что они абсолютно не нужны были, да, эти штуки. Вообще в логотипе, если что-то можно убрать и от этого ничего не потеряется, не разрушится, то тогда смело убирайте эти элементы. Да. Но бывает... Бывает иллюстрированно, это можно сказать, да, какие-то логотипы, которые... Бывает, чтобы разбавить пространство или какую-то пустоту заполнить или сбалансировать. Для этого... Если их брать, то, мне кажется, не будет ущерба. То есть ну, здесь в данном случае никаких проблем не будет, да, только лучше. Смотрите, второй тоже имеет место, в принципе, быть. Второй, ну, первый, да, наверное, все-таки чуть лучше, но второй, в принципе, неплохой. Эти зеленые линии там не нужны были сверху на шапочке, наверное. Да. Можно было просто солярный знак оставить и брать тоже вот эти засечки. И, в принципе, он тоже... Единственное, текст считается легче на втором. Вопрос, стоит ли вообще писать всю аббревиатуру ГБПУ КСИБ? Лучше ли было написать колледж сервис сбыта?
Кстати, да, и снизу надпись колледж тоже непонятно. Да, здесь Сверху аббревиатура как колледж, сервисы и быта, да, и снизу просто слово колледж. То есть зачем слово колледж? Кажется, как будто, чтобы заполнить пространство, чтобы что-то написать, сделать. Ну да, там просто Можно было бы по кругу пустить просто полное название колледж, сервиса и быта, начиная от низа и до круга. Тут, скорее всего, колледж сверху, а снизу можно было сервис избыток, потому что если полностью заполнять, тогда и края будут. Справа-слева тоже будет текст. Но Круговой получается. возможно, да, эти венки или убрать, или как-то... Я бы их вообще убрал, в принципе. Зачем они нужны? Мне кажется, венки тут как раз-таки в тему идут. Ну, я думаю, сверху Слишком простой получается знак, колледж сервиса... нет. Может, снизу колледж и сверху сервисы и быта. Нет, тогда читаться будет наоборот. Да. Сверху главный элемент. Я бы пустил либо венки внутрь как-то сместил, либо их убрал бы. Ну, не знаю, надо... Но отметим то, что сверху аббревиатура и снизу слово колледж, это как-то совсем правильно. Я предлагаю к следующей работе. Давайте, Итого, что вы думаете? Подожди, вернись-ка. Итого вполне неплохой знак. Итого все, что мы сказали выше. Я к тому, что знак имеет место, в принципе. Но если вот исправить эти моменты небольшие, вполне себе хорошие получается вариант. Да, то есть нету какой-то изюминки, нет чего-то такого, чтобы сказать, конечно, да, оригинальности, банально все. Банальный рабочий логотип, скажем так. Почему нет? И я предлагаю прям какие-то итоговые оценки не ставить, мы просто обсуждаем каждую работу, и наше обсуждение это и есть нашей оценкой. И как-то подводить итоги. То есть от нас не требуется, да? Да, нам не нужно... Какие-то выносить мы не должны, да, мы просто... Нам нельзя какие-то логотипы выделять среди прочих, давать им там приоритет. Надежду. Хорошо. В общем, давайте следующий логотип. Здесь сразу же проблема, которую я вижу, это надпись ГППУ, прям приоритетно написано большими буквами. Это вообще не нужно. Да, там главная иерархия должна быть следующим образом. То есть название университета сначала, а ГБПУ вообще это бюджетные СОЖ, ГБУ. Эти штуки вообще нужны, эти сокращения ГБПУ. Просто они не нужны, да. Честно говоря, я подумал, что это название университета ГБПУ. Это нет, это государственное бюджетное какое-то образовательное учреждение. Поэтому просто колледж сервиса и быта это было бы намного лучше, правильнее. По знаку самому, так в целом графически нарисовано так неплохо, там в одном стиле, там линии одной толщины. Единственное, вот эту башню, мне кажется, стоило бы минималистичнее нарисовать. Она слишком притягивает, то есть она перевешивает симметричный знак, в левую сторону перевешивает. И немножко грязновато и шумновато. Вот эти две линии, грани башни, можно было просто одной линией сделать. Да, либо просто силуэт башни как-то. Меня же больше смущает вообще наличие этой башни как такое. Понятно, что перевешивание есть, но вообще башня, как бы что она тут делает? Я согласен с тобой. Я вообще не понимаю, зачем ставить башню везде и повсюду. А если есть задача как-то показать, что университет ингушский, возможно, как-то по-другому это... Хотя, не знаю, тот же солярный знак, либо башня. Башня – это более архитектурные элементы, достопримечательности. Это то же самое, что, допустим, на логотипах каких-нибудь колледжей московских будут Кремль везде стоять. Да. Достопримечательность главное ставить. Это не совсем правильно, кажется. Второй момент сразу отмечу, пока дальше не пошли. Почему-то линии вот эти белые, то есть их надо было просто прозрачными сделать, чтобы с фоном в один шел.
То есть Какие? белая линия идет, то есть внутри зеленой вот это вот щита, скажем так, идет белыми линиями. Имеешь в виду вот Фон то, что бежевый. ты имеешь в виду то, что сейчас белые линии сделать зеленой и в Не-не-не, белые линии сделать прозрачными, чтобы они бежевыми стали, которые задний фон есть у нас. Почему ну белый? это, мне кажется, технический просто момент. И я думаю, фон не подразумевался, что, скорее всего, так и должно быть. Здесь получился Наверное, три цвета получилось из этого, я имею в виду. логотип, он же может использоваться на разных фонах. И может, если какой-то другой фон будет, если он будет просвечивать, то это будет выглядеть плохо. Тоже. Ну, Верно. в принципе, его использование, это оно, я думаю, оно будет регламентировано, то есть либо на белом фоне он будет, либо там, не знаю, инверсия будет. Не-не, Берт прав. Если его ставить на какой-то не однотонный, тем более фон, там будет проблема. В принципе, нормально. Я бы сказал вообще, вот логотип колледжа сервиса и быта. И мы видим здесь элемент образования, да, книгу и закладку. Щит мы видим и башню. То есть, именно что-то, что говорит нам о том, что это за колледж, то есть что-то тематическое мы не видим здесь. Мне кажется, стоило бы какой-то акцент делать при разработке логотипов. И, кстати, в предыдущем варианте то же самое. То есть нету ничего, чтобы отсылало нас к сервису и быту. Предлагаю на следующий. У нас много работ, поэтому предлагаю так. Так визуально, кстати, вполне себе неплохой логотип. Так приятно смотреть. Доработать можно. Да. Следующий вариант. Ну, тут в Телеграме, везде в комментариях уже высказывались орла. И ассоциации у всех возникли с этим орлом связанные. Графически прикольно сделано, стиль мне нравится. Единственное, от ассоциации с этим орлом никуда не денешься. И опять-таки тут есть орел как ингушский символ и книга щит. То есть опять-таки нет ничего про сервис и быт. И то же самое с названием большими красными буквами ГППБУ. ГППБУ. Видимо, кто-то ввел заблуждение. Может, многие так и подумали, что это название, и начали его ставить. Ну, мне кажется, это очевидная вещь. Не вдумывались, я имею в виду. Вообще, честно говоря, наличие орла опять для меня абсолютно непонятно, что он тут делает. Ну, наверное, как ингушскость какой-то. Ну, понятно. Мы хотим ингушскость показать или все-таки первую что-то колледж сервиса и быта, который в Ингушетии расположен. Тут приоритеты неправильно расставлены. Да, это мы уже так как обсуждали, да. А если вот по визуалу, я бы не знаю, понятно, что надо стремиться к простоте и минимизировать все, что можно, но вот эти торчащие ноги без когтей. Без когтей, да, он немножко как-то смущает, как будто бы... Обрубленные ноги. Да. Прям хочется дорисовать их. Вот взять, брать орла и поставить какой-нибудь, я не знаю, что можно к сервису, какой-нибудь гаечный ключ, или что там у них бывает, или что-то швейное, или чем они занимаются. Вот что-то связывающее с темой, специализации этого колледжа, было бы, мне кажется, очень неплохо. Мне нравится книга и щит, форма такая. Кстати, Берт, ты читал техническое задание? Кстати, да. И книга на солнце, мне кажется, еще, да, солнечный луч. Да, скорее всего, здесь намек есть на солнце. Кстати, вот логотип схож с одним и другим, но не буду сейчас об этом. Технического задания мы не слышали, поэтому, возможно, по техническому заданию стоял приоритет именно такой, что это что-то ингушское, а потом колледж. Да, я читал, да, там было написано, что должна быть какая-то ассоциация с Ингушетией. Но в любом случае, вот что есть? Башни, орлы, горы, солярный знак. Из этого, наверное, лучше всего солярный знак ставить как более нейтральный элемент. Просто горы орлы, тоже башни. можно. Да, но если у колледжа есть какой-то символ в виде орла, там как-то тоже, в принципе, почему нет.
нет. Мгм. Но Но в данном все-таки случае ингушскости Орел, нету. Орел не говорит, что ингушский колледж. Орел у многих, может быть, тем более. Мне кажется, этот Орел не совсем ингушский, а скорее какой-нибудь немецкий. Германский. Ладно, давайте перейдем к следующему варианту. Так, здесь уже А, Вот опять большими буквами аббревиатура По-моему, учебного мы букву заведения. потеряли, да? сразу Мне видно, кажется. что эти три работы у одного автора. А по знаку тут как бы вообще, то есть что-то абстрактное, какие-то, возможно, фигурки людей там заложены, но и все, больше я ничего Нет, не вижу здесь там. как раз-таки солярный знак, про который ты говорил. Я, если честно, полярный знак вообще здесь, ну, то есть очень стилизованный, вообще как Ну, можно было сделать вот эти полуашки красными, тогда это было бы более очевидно, я думаю. но все равно, допустим, кто-то нейтрально увидит, он там никогда не увидит этот солярный знак. Здесь он типа в негативном пространстве, да, я так понимаю? Что-то вообще не Негативно. Нет, вот эти кружочки, это как раз Честно говоря, кружочки. действительно, знак непонятно вообще, что он олицетворяет. Я тоже тут человечка вижу, троих, которые вместе, как бы, ну и что, как бы, что это значит? И стол посередине. Да, круглый стол. Круглый Причем стол. эти Плечи человечки, они не симметричны, то есть не одинаковые по размеру. Верхний он побольше, а нижний поменьше. И это тоже у руки, да, шире. верхний учитель, а снизу студенты. Ну, наверное, такая была мысль, скорее всего. Люди же разные бывают по комплекции. И, кстати, непонятно по цвету, почему красным вот эти точки сделаны по краям. Ну, вот он Ну, хотел солярный знак этим больше. Нет, солярный знак не считывается никак, и тогда вопрос... Ну, я понимаю, что не еще считывается. более важно становится. Я просто уверен, что автор хотел этим показать солярный знак. Здесь нет ни колледжа, ни сервиса, ни ингушского, И ни тем более образования. быта, да? Да. И избыта тоже нет. Ну, вот сбыт, возможно, здесь есть какой-то. Так, давайте следующий вариант. Здесь, я бы сказал, графически прикольно нарисован, аккуратно нарисованный знак. И здесь многие проблемы, которые мы сверху перечисляли, их уже нету. Единственное, что мне не совсем нравится, это то, что слишком все просто. То есть есть щит и 4 иконки. Но в логотипе, в принципе, в эмблеме это как бы может так работать. Почему нет? И шрифт, название, мне кажется, не совсем подходит. Шрифт здесь читабельный шрифт, он не для заголовков, он бы хорошо подошел для текстов. Да, шрифт не очень, я тоже согласен. Иконки тоже немножко разные по стилю. Вот есть заливка вот этой шляпы и молотка, а вот справа иконки чисто контурные. Может, стоило бы как-то стилистически более похожими их сделать друг на друга. Даже если бы шляпу с солярным знаком местами, если бы поменять, тогда, может, более-менее сбалансировалось бы, а здесь... Но мне здесь нравится уже то, что, то есть уже понятно, что это логотип колледжа, сервиса и быта. Тут, ну, то есть по смыслу тут все отлично, то есть это сделано и графически сделано аккуратно, чисто. Да. Какие-то небольшие доработки, мне кажется, вообще будет хорошо. Я бы чуть-чуть уменьшил бы эти иконки внутри этих пространств. Да, особенно солярный знак, да. Потому что получается, здесь немножко нарушается закон внутреннего, внешнего. По краям остается мало места, внутри больше пространства, как-то немножко тесно там. Так, То есть я могу просто молчать и, в принципе, все говорить. Нет, говори, если Ну, есть я что-то. как бы все то же самое, да. Молчи. Хорошо, ладно. Шрифт надо менять, визуально надо дорабатывать. Идея, вот здесь идея есть, в отличие, да, от тех вариантов. Здесь, по идее, возможно, оно ближе к сути.
По идее, есть идея. Визуально, Ибрагим сказал, что визуально неплохо, но визуально как раз очень слабо на нас как-то. Мгм. Плотно надо посидеть. Здесь не хватает явно той самой насмотренности, о которой мы говорим, и опыта работы. То есть человек идею смог выдать, но реализовать ее пока не знает как. Видно, что именно опыта дизайнерства мало. Я не согласен с Джабравом. Мне Наконец-то. кажется, визуально как раз-таки тут неплохо сделано, аккуратно. Видно, что он аккуратно, и видно, что человек владеет инструментом, и сочетание цветов неплохо Ну, подобрано. я скажу свое мнение. Смотри, вот эти значки, вполне возможно, они скачаны и поставлены сюда. Поэтому, кстати, где-то они контурные, а где-то с заливками. Именно поэтому. Вот этот герб, Ну, не факт. его тоже можно было доработать Да, в форму. например, молоток, я вот уже вижу, если бы он рисовал его контурным, то вот эта часть где-то железная, там эти линии слишком тесно стояли бы друг с другом, и поэтому, видимо, он решил полностью залитым его сделать. Я поэтому говорю, возможно, это скачано. Вот что я имею в виду. Может, нет, не знаю. Нет, скачивать иконки и как-то их потом редактировать, Потому в этом нет ничего форма плохого. вот этой, допустим, книги какая-то очень странная, ее можно было более аккуратно сделать, без вытягивания центральной вот этой части, и она осталась бы книгой. То есть она сейчас, Да. как герб, тоже тянется вниз почему-то. Зачем? Не понятно. Чуть-чуть, возможно, стоило бы ее менее вытянутой вниз сделать, чтобы она как-то рифмовалась с формой этого общего счета. Что касается подписи колледж сервиса и быта, возможно, сервиса и быт тогда можно было бы сместить в одну строку, если уж смещать, потому что колледж сервиса и куда-то уносить быта тоже не совсем правильно. То есть, Да, вот здесь я согласен по смыслу, и вот этот предлог висячий, хоть он и, да. и сам шрифт, конечно, тоже над шрифтом надо. Может вообще предложить колледж переименовать и убрать эту часть, мотивируя это тем, что в логотипе очень неудобно использовать. Да. Это была такая шутка, да, которую никто не понял, по-моему. Ну, давай. Я думаю, все смеются, просто мы не слышим зрителей. Ну, Давайте перейдем. Есть, смотрят нас, кроме мам. Нет, нас смотрят 3 мамы, Адам, Хаваж и еще несколько человек. Давайте следующий логотип. Так, это как один вариант, просто разные цвета. Нет, здесь форма тоже немножко разная. Да, небольшое изменение есть в целом. Что здесь? Здесь башни, здесь книги. И закладка. Книги стоило бы, наверное, более выраженными сделать. Вот эта стопка книг. Вот уже мне нравится мысль, задумка сделать крышу и эти книги объединить по смыслу. Где-то я это уже видел, логотип интернета. Но в остальном, да, тут много таких. Чем-то мне это напоминает, не знаю, мавзолей. Не знаю. В общем, давайте отметим ошибки, наверное, а потом уже скажем про идею. По ошибкам вот тут много мелких деталей, которые как бы сразу не видны. Что это за такая... Там, да, вот какая-то типа закладки или что, непонятно, не видно. Это первое. Второе, смотрите, тут еще такой момент. Ингушский флаг. Это зашифрованное послание. Закладка в закладке. Потом смотри, вот здесь, когда увеличиваешь, видно, что края, обрати внимание, почему-то вот справа уходят туда линии, как бы, я не знаю, для чего это сделано. Почему вот нельзя... эти ты имеешь в виду? Да. Почему вправо это все уходит? Как обложка книги. Если это книги, надо было более явно делать, потому что часто засечки не видны. Такие мелкие детали вообще в логотипе нельзя делать. Да, мелкие детали и ингушский вот этот знак, который он туда поставил, и детали книги слишком мелкие, они теряются, особенно при уменьшении знака, их вообще никак невозможно разглядеть.
Вообще, когда знак делаете, сразу уменьшаете его и смотрите издалека. Смотрите на маленький знак, и все, что не видно, в принципе, сразу можно выкидывать. Все равно никто это не увидит в дальнейшем, потому что знак в Да. основном на визитках там сям используется. и он- На документах, на визитках, на этих, и он всегда маленький будет, не видно это все. И это будет смотреться как какой-то баг, ошибка какая-то. Ну, пусть каждый для себя как бы возьмет за основу, что на масштабируемость сразу проверять надо свой знак. в И работе. то, что мы уже обсуждали, то есть нету никакой ассоциации с сервисом и бытом. Ингушскость, maybe, чисто вот башня. Если увеличить... ну, башни, ну да, крыша башни. Ну, Но здесь хорошо, что ингушскость, она не такая явная. Вот, она как бы зашифрована, как бывает второго порядка такая если ассоциация. честно, крыша башни, она очень неочевидная, потому Так что это хорошо. мы Я ее считаю, видели, это потому что приоритет не должен быть. я сомневаюсь, если кто-нибудь вообще ее увидит. Ну, местные видят, не местные в жизни не поймут. Да. Ну, Хотя, возможно. В логотипе интернет, в принципе, такая же структура. Но я не говорю, что логотип интернета хороший. Ну, не все получилось, Роберт, не все получилось. Потом по типографике, да. По Зачем? типографике я бы не стал выделять слово колледж, потому что он по весу одинаковый с сервисом и бытом. Надо было одинаково... Важный акцент, опять-таки, на сервисе и быте должен быть. И вот эта полоска, она не нужна между колледжем и сервисом. Да. Да. Почему не нужно отметить, что люди... Внешний элемент, что он дает? Ничего не дает никак. Ну, то есть просто полоска ради полоски. Никакой. Да, обратите внимание, не первая работа, где мы видим какие-то элементы, которые не несут никакой, как бы, скажем, полезной функции, они просто для красоты, как бы бывает в кавычках, то есть люди вот красивее будет вот так. Красота здесь вопрос второстепенный всегда при создании логотипа. Смотрите, функционально нужен или не нужен этот элемент. И шрифт тоже не самый удачный подобран, мне кажется, здесь. Да. Это же Arial. Калибри скорее. Нет, это не калибри. Калибри закругленные эти углы. Ну, здесь... Нет, это явно не калибри и не Arial. Не Arial, точно, да. Это похоже, знаете, на какой? На Рубик. Ну, неважно. Вопрос. Хороший вопрос задают. Имело ли смысл указывать род деятельности колледжа в графическом элементе, если об этом написано в текстовой части? Но мы же делаем логотип, то есть в текстовой части написано и слово колледж, то есть знак этого логотипа, он же должен какой-то смысл, какую-то смысловую нагрузку нести. И зачем он иначе вообще нужен, если он какой-то смысл не отображает? А смысл, главный смысл – это то, что колледж и принадлежность этого колледжа к какому-то направлению. Кажется, тем более логотип можно использовать без разного варианта использования. Его можно использовать чисто без текста тоже, да, чтобы он мог использоваться. Поэтому. Так, давайте тогда следующий вариант. Тут вопрос с бытом, да, решен. Видно, что там какие разные шейные эти станки, книги, компьютеры, все как бы хорошо в этом плане, но графически тут очень много проблем, потому что детали очень мелкие, во-первых, в этих иконках, они прям слишком мелкие, и очень много мелких деталей. При уменьшении вообще теряются, да. Если бы как-то минималистично отобразить эти иконки, то, в принципе, можно было бы. И цвет, я вижу, что отличается ГБПОУ и колледж сервиса быта там. То есть если вы делаете разные цвета, то желательно, чтобы был какой-то контраст
Если синий, то там какой-нибудь красный, бордовый, то есть какие-то контрастные цвета лучше использовать. Малозаметный. Ты имеешь в Да, виду в типографике? да, в типографике, да, видно. Желательно использовать более нейтральные какие-то цвета, что-то ближе к серому, наверное, не такой же, который не притягивает внимание, не отвлекает от основного знака. Нет, нету такого, что нельзя, допустим, синий цвет использовать. Очень даже можно, и мне нравится, когда весь логотип сделан в одном цвете, и надписи, и знак. Это от контекста серый, зависит. да, серый, черный, это не так важно. Я имею в виду, что если вы разные цвета используете в одном логотипе, то желательно, чтобы они были контрастны друг к другу. Ты имеешь в виду про эти два варианта? Да, да. И я если понимаю, это совершенно разные типа варианты, это не разные способы их отображения, а разные варианты знаков. Я так понял. Ой, извиняюсь. Потому что они по форме и так тоже разнятся. Ты имеешь в виду вот эти это два... разные знаки. Это разные знаки. Разные знаки, да, в один объединили. Но сверху мы повторяем одни и те же моменты, допустим, ГБПО не нужно было делать, и по ТЗ смотреть, там клиент хотел, чтобы что-то ингушское было в логотипе. А так, в основном, вроде, по-моему, постарался соответствовать ТЗ. Смотрите, я отмечу от себя еще добавлю, ну, понятно, то есть этот момент ты повторил. Во-вторых, наличие здесь компьютера меня лично смущает. То есть желательно было бы использовать какую-то менее технологичную, какую-то там, не знаю, объект, что там может быть, кроме книги, швейного станка. Что-то такое простое, не технологичное. Почему ты это говоришь? Потому что в ближайшем будущем компьютеры такого возможно, типа... это сменится, и все это уже не актуально. Не будет. В оправдание скажу, что в техническом задании было, вроде бы, насколько я помню, что у них именно IT-направление, и я скажу, что он иконку компьютера поставил как... Более того, я сказал бы, если бы даже это был IT-институт, я бы там не ставил иконку компьютера, скорее всего. То есть сам компьютер, форма его может измениться завтра, еще что-то. Как бы зачем? Есть вещи... Нет, есть компьютер, он уже становится таким... То есть иконка этого компьютера, как и иконка этого пера. Перо тоже сейчас никто не использует, а он такой более... Перо тоже меня смущает, но не так сильно. Классическим становится, но это просто обозначение принадлежности к IT. Понятно, что сами иконки... Сложный объект. Тогда уж хотя бы выделить и монитор туда поставить, как вариант, грубо. Потом, да, иконки, смотрите, опять же, некоторые иконки у нас идут... строковские, то есть они контурные, а некоторые... иконки, они откуда-то взяты. Да, скачаны, скорее всего. Так же, как и там. Другой момент, разделение счета. Я так понимаю, что он разделил его симметрично. Вот по вертикали мы видим симметричное разделение. Нужно было делить визуально. То есть он... отличаются верхние и нижние. Да, то есть вес нижнего меньше, соответственно, чуть поднять надо было эту линию. Потом третий момент, я не знаю, вы видите или нет, но если вот именно в верхнем варианте, я немножко финский флаг почему-то вижу. То есть вместо ингушского того, что мы хотели бы видеть, наверное, да, то есть основным стоило зеленый какой-то сделать фон, что-то такое, чтобы хоть какую-то тематику как бы в сторону Ингушетии увести. Я не помню, у них такой, да? С белым крестом, по-моему, если не ошибаюсь. Да, намекает. У них тоже компьютер есть. Говорят, это шотландский, а у Финляндии, наоборот, на белом фоне синий крест. Неважно. Мне почему-то Финляндия сразу помню. Если шотландский, то это меняет дело. Тогда можно, они тоже горцы. Шотландцы, они же горцы, то есть вот уже ингушскость появилась какая-то. Мы видим второй знак, получается, где используется щит, да, как бы как герб такой, и разделение на 4 части. То есть это, в принципе, неплохая тема, ее как идею можно использовать, просто вот здесь тоже хромает очень сильно реализация. Вот эти квадратики, да, вот как Джабрал сказал, линию стоило поднять, еще потому, что верхние 2 сегмента, они по форме похожи на квадрат, но видно, что это не квадрат. То есть форма уже становится такой неуверенной. Это и не квадрат, и не прямоугольник, что-то вот среднее. Опять-таки нужно либо отчетливый прямоугольник, либо отчетливый квадрат. И вот такие формы, они
не очень хорошо. И в нижнем варианте то же самое происходит. И уравнивание этих иконок в этих квадратах, оно не посередине они находятся как-то. Ну, это видно, что просто так оставили верхний вариант, где они были смещены, и просто зачем-то... я все понял, просто забыли, по-моему, углы согнуть на нижнем варианте. Мне такое впечатление. Так, давай теперь. Тут сразу видно башню. Башню вижу, какой-то морозный узор на окне вижу, какой-то ледяной, и все. Непонятно, зачем буква «И» выделена цветом и отдельной строкой. Возможно, это намек на «И» ингушское. Вот. Здесь башня. Я башню увидел. Кусок башни, по крайней мере, я вижу. Башню вижу, и все. И никакого сервиса, колледжа, быта. Да, непонятно, почему цвета такие использованы тоже. Почему... Я так понимаю, куски символизируют разные вот эти сферы деятельности, но знак не законченный, в ней как бы непонятно, что это вообще. Угу. Не знаю, короче. И вот действительно непонятно, во-первых, почему цветом выделено, во-вторых, почему отдельной строкой. Это просто видно, что ошибка, человек не совсем понимал, почему это делать. Представляю, сколько врагов мы сейчас себе наживаем. Все дизайнеры будут нас ненавидеть. Собрались тут умники. Там, говорят, что у нас эхо, не знаю. У кого эхо? Я не знаю, напишут нам в комментарии, что у нас эхо. Ну, сейчас уже, я думаю, поздно Джабраила удалять из эфира. Я немножко отдалюсь физически от Джабраила, что возможно. Меньше эхо. Пусть напишут комментарии, как бы все это эхо слышат или... Вот, в принципе, не у всех. Некоторые пишут, что вроде все окей. Давайте тогда следующий вариант. Так, здесь кардинально другой подход, я вижу. Нарисована книга, здесь КСИП, интересное решение, сокращенно. Да, впервые видим. Да. В принципе, если приводить аналогии, какие мы знаем вузы, известные с таким сокращением МГУ? Нет, нормально. Там... Сокращение – это вполне нормально, аббревиатуру все используют. Да. Здесь правильно, в отличие от ГПББУ, вот КСИП сокращение – это вполне нормально. Здесь как раз-таки зашифровано полное название. Ага, так. Единственное, не совсем понимаю графическое исполнение. Эти капельки зеленые, возможно, это просто сделано, чтобы прикольно выглядело. Красоты. Не знаю, работает это или нет. И есть некий дисбаланс. В первой букве их больше, а в остальных чуть-чуть. Может быть, это работало для какого-нибудь детского сада или что-то такое. Ну, видно, какой-то молодежный намек такой, понятно, что такое. Ну, сразу давайте. Видно, что S, да, это S и кусок И, потом уходит у нас солярный знак. Да, S это солярный. Можно было бы эти два луча этого солярного знака в такой же форме, как и хвостик буквы И сделать, чтобы как-то... Да, непонятно вообще с цветом, работа с цветом, непонятно, зачем эти было, как вы говорите, зеленым это все закрашивать. И по форме я тоже имею в виду. А снизу книга, просто книга такая развернутая. Толщина букв непонятно разная. Кстати, но при этом мы видим, по-моему, первая работа, где своя типографика, свой шрифт, человек сам, по-моему. Видно, что да, шрифт собственный. Единственное, плохо, что они разные толщины буквы. Да. Ну, вообще, тут над шрифтом, конечно, работать надо, но в целом уже неплохо, что человек сам попытался буквы нарисовать. Этот подход, он гораздо лучше для развития дизайнера, как дизайнера. Когда человек, хоть он и не умеет, но он старается
собственный шрифт нарисовать, какие-то делать вот Идея, такие. да, интересно. Потом снизу это и книга, и галочка, по-моему, тоже. И, я не знаю, была ли такая идея с галочкой. Ну, книга, понятно, очевидно, да. Возможно, Галочку. Галочку, не знаю. кстати, силуэт орла и книга. Орел, да. Я птичку почему-то. Да-да. Да, но не совсем, конечно, очевидно, но такое отдаленная ассоциация. Нам говорят, что по уставу сокращенно КСИП правильно. То есть он Вот, отлично. попал. Хорошо. Так, давайте следующий вариант. Адам говорит, что напоминает лого Кепс. Первая буква К напоминает, скорее всего. Да, Первая есть буква К. какие-то, да. Но видно, что не тот же дизайнер делал. Так, мне кажется, я пропустил кое-какие работы. Подождите. Посмотри в общем файле в Figma, не через презентацию. Сейчас. Одну секунду. Я быстро. Нет, прям здесь в трансляции. Нет, я из Телеграма я не перенес просто. Пока что мы еще можем про эту работу сказать? Пока мы можем спросить зрителей, какая из работ больше нравится. Было бы хорошо еще с пояснением. Да. Ну да, почему нет? Так. Пока таких как бы работ, чтобы прям выделить, сказать, что вот это топовое и чуть ли не готовое, наверное, тяжело будет. Эти 3 работы, они одинаковые. Вот тут уже без книги. Так, и третья, сейчас, секундочку. Это... Ну, вот в втором варианте и в первом, и в третьем, в принципе. Третий пока не загрузили, но видно, что, то есть, опять-таки, нету какого-то сервиса. Есть по смыслу принадлежность к ингушетии, но если это как бы... Да, тут просто то же самое без книги. И Ну, вот опять-таки вот лишний вот элемент появился, и так перегруженная буква К сейчас стала еще тяжелее с этими мелкими. Детали, опять-таки, при уменьшении их не будет заметно. Да, стоит напомнить, что не стоит много элементов добавлять различных графических. Какую-то одну-две мысли, 2 это предел, наверное, одну мысль желательно включить, но можно объединить. Да. Перегружать различными элементами не надо. Да, согласен. Давайте следующую работу. Так, здесь... Более такая торжественная работа на Большой театр, похожее здание. И вопрос, как выглядит здание самого колледжа, есть ли там такие колонны, то есть этот силуэт взят именно вот от реального здания или просто так. Если от реального, то да, окей, может быть. А если это просто... Я сомневаюсь, что я не видел такого здания у нас. Да, очень сомневаюсь. Ну, это символический такой, я так понимаю, как какое-то с колоннами, как бы образовательное учреждение, какой-то такой символ, скорее всего. С большой историей. Да. Не, мне кажется, это какая-то фальшивая история, если такого здания у них нету. И ну, да. Ну, что пытался, скорее всего, автор сделать, об этом мы говорим. По графике вот эти эффекты, блики на фоне градиента лучше не использовать, потому что нужно стараться ставить логотип так, как он будет в реальности использоваться там, на одежде, на каких-то документах, сувенирах и прочих. То есть все эти лишние эффекты, они не нужны. И... Это допустимо на иллюстрированных каких-то логотипах. Но обычно это не фон бывает, конечно, сама иллюстрация может иметь какие-то градиенты и так далее, но это отдельный вид вообще. Но здесь это как фон используется. Да, здесь это неуместно, да. Нижняя зеленая полоска, наверное, намек на ингушский флаг и на книгу какой-то. Вот есть колледж большим выделен шрифтом и размером обособленное
надпись. И тоже, опять-таки, не совсем правильно делать акцент на слове «колледж». Хотя, я не знаю, если хотите. Что важнее в этом названии? Слово «колледж» или сервисы и бытовые? Здесь это равнозначно. Это как бы Я думаю, одинаково должно быть все одного веса. И сервисы, и колледж, и все одного веса должно быть. Да, это нераздельные вещи. Смотрите, еще такой момент, что здесь очень много ненужных элементов. То есть вот лишняя линия под колледжем идет, длинная, потом под ней еще линия. Зачем-то она на два куска разделена, опять же, где сервисы и быта. То есть очень-очень много мелких деталей, которые абсолютно не нужны здесь были. Все, что можно убрать, нужно убирать. Да, при этом, опять же, здесь в логотипе все склеено почему-то. Пространства нет между элементами. Все элементы прям вплотную друг к другу, и поэтому при небольшом отдалении все это будет в одну такую каплю превращаться, все склеиваться будет. Больше Да, пространства. видно, да. Баланс, нету сбалансированности, те все разные, эти просветы разные, разного веса, разной толщины линии, не гармонично все. Вот эти зеленые штучки непонятно для чего, что они обозначают. Ну вот она в книгу превращается, наверное, идея такая была, что это типа в книгу превратится, но непонятно, да, опять же, почему они идут. Как Ибрагим сказал, это Да. флаг. Книжка слишком маленькая, элемент маленький, и опять-таки это не будет видно в маленьком размере логотипа. Не будет видно. Солярный знак слишком тесно сюда засунут. Смотри, кстати, вот здесь можно было бы отметить вот на эту ошибку, которая часто у многих встречается. То есть, что мы имеем? Мы имеем некоторое здание, да, такое как бы, и туда вкраплено вот это вот значок книжки. То есть, если они хотели объединить книжку и какое-то здание, да, колледжа или там, не знаю, какое-то здесь условное здание, надо было объединять их друг с другом. То есть, это здание могло быть в виде книжки, например. Тогда бы это как бы символ был бы как гибрид двух таких символов, ну, знак был бы как гибрид двух символов. А они почему-то часто мы видим, что берут один знак какой-то и туда начинают потихоньку добавлять еще элементы. То есть не гибрид делают, а делают два разных элемента, их как-то склеивают. Такой ход, такие приемы свойственны более геральдическим эмблемам. В принципе, это часто. Ну, здесь большинство у нас, ну, и были, конечно, несколько, но вот такой, допустим, знак, он никакой отсылки к такому геральдическому. Ну, это и не геральдический, потому что здесь нету собранности такой. Он снизу вообще здесь разваливается, сверху. Я к чему? Вот это вот стоит многим отметить на это внимание, потому что не добавлять надо элемент, то есть взять какой-то символ и туда еще один символ давайте добавим. Вы эти символы, когда добавляете, вы должны их между собой склеить так, чтобы должен быть второй оба знака считались, и при этом они в одно единое целое превращались, а не как два отдельных знака, которые вот они вместе как будто бы заработают. Да, такой плавный переход, как ты говоришь, как гармонично, единое. А знак, который и так бывает, ну, гештальтик, ты же любил про это гештальтик. То есть, когда один и тот же объект мы видим и так, и сяк, то есть мы его и так можем увидеть, да, и как здание можем видеть, и как книга. Вот к чему, вот, если вот прямо сказать. Хорошо, давайте к следующему, да? Я хотел бы спросить, это у меня только в наушниках какой-то шум, когда вы разговариваете, или у всех? Этот шум – это наш разговор. Нет, вот когда Берт говорит и когда Джабраил, ваша речь сопровождается каким-то шумом. Я хочу понять, это мои наушники или это… У меня нет проблемы. У меня нет, а когда Берт говорит… Нет, пока что есть проблема. Если есть, пожалуйста, напишите. Давайте к следующему варианту. Так, ну здесь такой… Тут уже, да, вот, знак такой геральдический, вот тут явно намек на это. Опять-таки, композиционно тут как-то дисбаланс, слишком жирные большие узоры и слишком тонкие там какие-то вот основные элементы. Мелкие детали, да, которые теряются. Нравится,
что вот тут попытались книгу объединить с пером вот этим и иголкой, вот как намек на вот этот сервис и быт. Вот это мне нравится. Графически, возможно, как-то поаккуратнее стоило бы поработать Это в основном с мелкие узорами. детали. Мгм. Я так понимаю, узоры это больше с намеком на ингушский орнамент. Если так, то стоило бы более выраженно это сделать, потому что они не совсем ингушские по форме. Я Вот, бы мне сказал, кажется, Я вообще не сомневаюсь, что это на ингушской было, что-то барокко скорее куда-то да, да. уходящее, да, возможно. Вот европейский. как раз таки, если бы использовать ингушские орнаменты, возможно, это было бы уместно, так как, хотя орнамент это Ну, вот я здесь сервис, там они работают над всякими ингушскими культурными какими-то там вот эти всякие ковры, там узоры, там все это если входит, тогда можно было бы использовать и орнамент. Мгм. Я здесь вижу солярный знак, только он реализован плохо, конечно, точками. Эти точки, они теряются, опять-таки. Вряд ли его можно назвать солярным знаком, он Ну, такой видно, слишком... что автор хотел сделать из этого солярный знак. Мгм. Он не просто так добавил эти 3 точки. Но они Не считывается. это не считывается как солярный, слишком мелкие точки. Да и внутри линии они разного, опять-таки, разной толщины, они в общем... Этот колледж открыт в 68 году, да? Прикольно. Я не знал, что... Возможно, это мы выдумали. Было в ТЗ что-нибудь такое? Или... Но если это реально так, то это круто, и это можно использовать. То есть это уже большой срок существования по ингушским меркам, и да, это хорошо, если это использовать. Да. Намек тоже, акцент опять-таки на слове колледж, а сервисы будет совершенно мелкий. Да, у всех одна и та же проблема. Нам тут пишут, что другой вариант этого же логотипа выглядит лучше. Прежде чем к другому перейдем, тоже как бы 5 Но копеек. здесь еще хотелось бы отметить проблему со шрифтом. Мне он не нравится, он не гармонирует с этим знаком. Сюда Это больше пришел и такой более такой винтажный стиль знака, они как не сочетаются. и Здесь выделять отсечка. колледж, и давать приоритет такой большой слову колледж, как будто это название Вот. колледжа. Да, мы это уже обсуждали. Давайте тогда к Здесь, следующему. слушайте, ну сейчас мы перейдем к следующему. А вот он, да, другой вариант? Ага, все, давай другой ставь тогда сразу. Ну, тут в разы все лучше, намного лучше, мне кажется, чем в прошлом варианте. Тут все, я бы сказал, если доработать, можно сделать хороший логотип из этого. И вот иголку, вот эти мелкие детали этой иголки как-то сделать так, чтобы они не терялись при уменьшении, как-то постараться. Их вообще можно было убрать, вот эти края можно было 2 точки снизу убрать, они да, в принципе не нужны. Форма читалась иголки и пера. Но вот мне нравится, как он заключил иголку вовнутрь пера, а перо вовнутрь книги. Это, мне кажется, очень прикольно. Забавно, то, что когда предыдущий вариант смотрели, я хотел сказать, что вот если все вот это вокруг убрать, получится, в принципе, неплохой знак. И вот все убрали, и, в принципе, вполне себе симпатично. Эффект, вот этот блик или что это справа? Да, не нужно абсолютно, я тоже нужно убрать, потому что здесь она создает шум, и так здесь все мелко, тесно. Надо сразу отметить, что просто вот такие элементы, вот как, допустим, тень, смысловой нагрузки здесь никакой не несет. То есть человек попытался просто более красивым знак сделать. А вот если еще, я вот сейчас увидел, можно попытаться как-то орла еще здесь изобразить, вот эту книгу, вот как бы два крыла этого орла в разные стороны. Я в этой книге, кстати, увидел букву К, я не знаю, была ли такая идея или нет, как бы лежащая буква К. Вряд ли, я думаю, это не сильно очевидно. Ну, доработать, и будет вообще отличный знак, мне кажется. Ну, вот эти штучки тоже желательно убрать. Как-то
поработать с этим. Форма игры мне тоже не очень нравится, она какая-то вытянутая, как будто взяли JPEG-картинку и вытянули ее вдоль. Игла, Вот да, вот может закругленная она должна быть там сверху. немножко более закругленная должна быть. Так, что еще? Вроде здесь больше нечего. В надписи та же самая проблема, да, мы уже тоже говорили. Давайте следующий вариант. Ну это мокапы, как я понял, просто презентация. Да, вот Здесь такой. тоже. Да, здесь. Следующий вариант. Ну здесь... Все хорошо. Но здесь все хорошо. Все принято. Давайте следующий вариант. Все хорошо, да. Мне очень нравится графика. Мне нравится, скорее всего, нарисовано вручную. Ну, то есть я не думаю, что это скачаны разные элементы, соединенные в один знак. Видно, что какая-то стилистика присутствует. Вопрос возник. Горы, они тяжелые, чем по сравнению с остальными этими элементами. Что ты имеешь в виду под тяжелые? Горы, вот это черное пятно, где горы. То есть, Я понимаю, в смысле тяжелые. Нет, вот это баланс вот этой штуки, он вес вот этой штуки больше, чем Потому что, я имею в виду, все не поймут, я так понимаю, ты говоришь в том, что он вниз почему-то, то есть он как бы сбалансирован и вниз уходит у нас. И вниз уходит, да, и вообще... Сейчас про то, что это большое черное пятно, оно дисгармонию такую вносит. Если бы оно чуть выше было и по центру какой-то объект был бы, тогда вопроса не было. Может, если уменьшить чуть-чуть и выше по центру, если сделать, может он... Пусти снизу облака. То есть облака могли бы сделать так, что знак не был бы приплюснут к нижней вот этой границе. По низу облака, снизу. Лишний элемент, который не нужен. Я имею в виду не сами облака, а контуром подчеркнуть, и получается вот эти два пика, они как бы в воздухе висели бы у нас таким образом. Вручную чернилами вообще круто, вообще четко. Я очень хвалю то, что сделано вручную и прям классно. Да, вот я как раз сразу подумал, это скорее всего с бумаги трассировкой перенесено в вектор. Тут видно, да. Отлично. То есть нарисовать чернилами и потом перенести, тут видно тут такой серьезный подход. Единственное, хотелось бы отметить один момент. Вам не кажется, что это чересчур винтажно, вот небрежно? А почему имеет место? Не винтажно. Ну, то есть это в чистом виде герб, эмблема такая. То есть это уже не такой классический логотип, как знак, который такой герб. И мне кажется, такой логотип такие знаки точно. Да, продолжи. У него есть, конечно, возможно, вот к нему вопрос, допустим, как на вывеске университета этого колледжа использовать. Но, возможно, на вывеске можно просто отдельно взять надпись без герба или как. Нет, в целом можно и на вывеске. Нет, мне нравится все отлично. Да, действительно, если какие вот мелкие вот детали, если подправить, связанные с горой, может быть, еще что-то, но в целом... Все одним цветом сделано, то есть один слой, одна форма. Логотип хороший. Один момент стоит отметить, наверное, то есть это такой в чистом виде герб. Прям, вот, есть вот. Да, почему нет? Обычно такие гербы используются для каких-то заведений, наверное, с историей. То есть они как бы показывают... Ну, вот мы сейчас обсуждали, здесь что... Создается история, получается, в нашем случае. То есть мы только что обсуждали, что колледж 68-го года и уже какую-то историю имеет. И даже если бы он сегодня открылся,
стилистику использовать вот такую, я не вижу в этом никаких проблем. Нет, проблемы нету, но как бы было бы, конечно, гораздо логичнее, если бы это был какой-то такой колледж именитый, исторический, тогда этот знак вообще прям идеально подходил бы. Нет, ты сейчас говоришь о том, что если колледж сам не такой именитый, то у него и логотип не должен быть каким-то таким видным. То есть этот знак, он говорит, типа, смотрите, мы с историей, мы вот у нас колледж. Не думаю. То есть нет, вообще в этом проблем я не вижу. Ну, Мне очень нравится графика, стиль и Ну, вот видно, композиционность. визуально, да, вопросов вообще никаких, то есть классно. Имеет Тут все есть. желание. Все и сервис, и образование, и ингушскость. И солярный знак, да, мне кажется, правильнее его против часовой стрелки, но сам знак мне очень нравится, как он нарисован. Вот форма этого знака Прям очень как классная. на башнях. Да, такой. И вот эти ветки, я так понимаю, это листья акации, если я правильно понимаю, это если университет, этот колледж есть в Назране, тогда это вообще классно. А если нет, то Я тоже... это лавровый лист напомнил. А? Я это лавровый лист напомнил. Ну и лавровый, но в этом нет. Я говорю, если это акация, то это вообще супер, а если нет, то тоже нет в этом проблем. То тоже супер. Ну, это Да. может быть и оливка. Хотя... И еще хотел бы отметить тот момент, я сейчас присматриваюсь, вот справа и слева вот эти симметричные элементы, вот типа ветки, листья. Можно было чуть-чуть разных сделать, да? Нет, не перебивай, пожалуйста. Я имею в виду право вето. Вот эти симметричные элементы, они нарисованы по-разному. То есть они не тупо отрезаны, скопированы и отзеркалены. То есть это отдельно, видно, что отдельно нарисованные разные элементы. Хотя какая-то схожесть есть, но все-таки они отличаются, и это мне нравится. Видно, что это рисовалось полностью на бумаге. То есть ты на бумаге не сможешь отзеркалить элементы. Это все сделано вручную, и потом трассировкой перенесено в вектор. И то, что он шрифт тоже стилизовал под саму эмблему, тоже да, очень здорово. И тени вот эти очень, работа с тенями хорошая. В общем, стиль вообще классный. Давайте тогда к следующему. Иллюстратор у нас. Ну, это мокап. Да, печать. Неплохо выглядит. Везде, даже вот обратно верни, назад сделай. Вот видно эти горы, они прям реально выбиваются. Сразу же. Да, вот над горами поработать, а в остальном видно, что человек трудился и серьезно подошел к этой работе, и прям классно получилось. Мне очень нравится. Это, наверное, единственная работа, которую я тут прям так хвалю. Не, предыдущая тоже была вполне себе. Да, много было хороших работ, но вот предыдущая это... У нас еще впереди много работ, так что давайте не расслабляться. Вот эта работа, здесь видно сразу, что здесь видно. Знак, шапка, букву «Б» я вижу. Я думал, там пишет. Да. Сервис. В верхнем варианте S не видно, она соединена с B и на O больше похоже. А внизу уже видно, что это S и B. Да, лучше, наверное, вот этот вариант обсудить. Он явно лучше, чем вот этот. Ну, что хорошо, что минимум, то есть минимальным количеством ходов он попытался показать суть. То есть СБ – это как бы сервис и быт, и образование. То есть вот этот минимализм, он прикольный. Кстати, здесь он залитый сделал вот эту часть, в отличие, и она плохо сочетается с нижней частью. Было бы хорошо вот эти два логотипа объединить, вот здесь оставить верхнюю часть не залитой, как на верхней, а нижнюю вот так оставить. Тогда получилось бы неплохо, я думаю. И по целому, кстати, шрифт бы тоже подогнать, то есть у него SB можно было, ну, что-то такое более
увесистое, более приземленное, скорее. Тут вытянутый шрифт какой-то. Не знаю, что это за Да, шрифт. я бы вообще увеличил его, чтобы толщина линий букв, она соответствовала этим линиям знака примерно, хотя бы визуально. Да. И вот тут тоже эта аббревиатура ГБ, вот, ПОУ, она не нужна, тем более, что и знак такой минималистичный. И просто КСИП или колледж сервиса и быта. Здесь, да, лучше полностью написать, наверное, колледж сервиса и быта, потому что знак минималистичный, и под ним, в принципе, текст неплохо будет смотреться. Да, согласен. Так, здесь снизу. Он объясняет, что он сделал. Да, книга, да. СБ Кстати, плюс... да, всё да, понятно. книга. По смыслу, по смыслу все хорошо. разворот. Ну, книгу, наверное, тут прочитать будет очень тяжело. Да. Да. Но Я в целом, мне кажется, это можно зафиксировать как смысл. Да, плюс. Там описание, да, у него еще идет. Академическая шапочка. Вот она как называется. Дальше мы будем знать, если где-то будут использовать. Не забудьте, она называется так. Ты же в самом начале сказал, что это академическая шапочка. Да? Ну да. Ну, ладно, тогда давайте следующий. В общем, Здесь, я так понял, это... следующее. Да, он объясняет здесь текстом, что он хотел сделать. Стоит ли нам это зачитывать сейчас или сразу пойти к клиенту? Можно почитать, он же для чего-то это Я писал. имею в виду сначала посмотреть варианты, чтобы понять, про какие варианты он говорит. Я думаю, можно чуть-чуть почитать. Ага. Да, так, понятно, да. Орел принадлежность ингушскому народу, как, не знаю, ассоциируется ли орел с ингушским народом? К ингушскому ассоциируется, но, возможно, не только к ингушскому. То есть, если была задача, прям, чтобы было понятно, что именно Ингушетия, возможно, не совсем... Хотелось бы параллельно видеть знак этот, чтобы понятно, о чем мы читаем. Ну, да, посмотрим. Орел может быть, если он, как бы, если его использовать как символ этого колледжа, почему нет? Так, мы вот тут, да, он бейджик показал, хотелось бы именно на сам логотип, чтобы акцент был, он через эти мокапы. Да, он Да. только через мокап показал. Желательно логотип показывать, если и с мокапами, основной версию тоже. Что мы здесь видим? СБ, да, я вижу. Знак так достаточно интересный, немножко здесь провал в этом месте. Можно было бы вот эту часть вот так сюда загнуть, может быть, не знаю, но вот эта пустота, она как-то как дыра внутри. Может быть, не знаю. По цветам тоже разность цветов знака и названия не контрастная такая. Тут синий и синий, тут два оттенка синего тоже. Да. Акцент на ГБПО колледж тоже и сервис быта. Но сервис быта как всё, будто подпись, но хотя должно быть это главным. По самому знаку такой, да, СБ аббревиатуры я вижу, и в принципе больше ничего не вижу. Такое ощущение, как будто здесь перед и после и по 2 или по 3 пробела поставлено. Ну, возможно, это сделано, чтобы выровнять по ширине, да, он хотел и... Да, лучше так не делать, но если ставить пробел, то один, но выравнивать можно за счет размера, либо за счет расстояния между буквами, общее расстояние между Да, и буквами. здесь вообще непонятно, то есть мы видим, что один и тот же размер шрифта у ГППУ колледжа, но при этом сервиса и быта именно с колледжем пытался он выровнять.
Какая-то такая своеобразная игра. Можно было просто трекинг букв увеличить, чем ставить такие большие пробелы. Но это, мне кажется, мелочь по сравнению вот... Ну, это мелочь, что надо отмечать, чтобы ошибки. Здесь видно сразу же ассоциация с каким-то современным колледжем, где дают какие-то Вот современные... есть, да, вот смотрите, есть аббревиатура, монограмма, да, скорее, S и B, а в целом они не образуют какую-то общую какую-то форму, то есть это монограмма ради монограммы, то есть просто стилистически так нарисованная монограмма. Это имеет место быть, но учитывая, что в ТЗ было много пожеланий относительно того, чтобы там много разных смыслов было отображено, возможно, это неправильно. Но что хорошо, что этот знак, его можно как-то графически трансформировать в фирменный стиль, как-то использовать эти Да, приемы. универсальность очень хороший у знака, его легко использовать на всяких носителях. Смотрите, у меня такое впечатление, что человек вдохновлялся ребрендингом Ювентуса, что ли. То есть, Ювентуса? да, когда они отошли. О, нет, вообще нет. Я закончу, да, отошли от геральдики, такой вот вайц классической для всех клубных команд, для клубного футбола, этих вот знаков, и перешли в какой-то такой минималистичный знак в аббревиатуру, вот очень близкий, я не знаю, понятно, что это не одно и то же, я имею в виду, мне кажется, где-то вдохновлено было именно этим. Сам знак слишком сложный получился. Автор пишет, К по правому контуру читайте. Это как? Это что? Я не понял. Он пишет К по правому контуру. Видимо, в знаке еще буква К зашифрована или что? Я не совсем понял. Не пытаюсь разглядеть, не могу понять, где там К. Ну, вот нижнюю палочку. Вот эта штука, нижняя часть К, вот эта верхняя часть. Мало очевидно. Это никак не считывается. Ну, вообще, я думаю, К и не стоит сюда засовывать, потому что сервис и быт достаточно. Возможно, он имел вот где-то между S и B, вот слева если начать, как-то вот это вот B, она как бы, как и К, можно слева если начать читать его как-то. Ну, в общем, в любом случае это не считывается. Даже если это К, то должно по порядку все быть. То получается в центре К. Сначала С идет, потом Б, потом К. Сервис и быт, и колледж потом получается. Поэтому лучше по порядку, чтобы это было. Так, давайте следующий вариант. Ну, здесь мокап. Вот как раз хороший пример, как его можно легко использовать и красиво смотрится. Вот сразу скажу, зачем писать аббревиатуру ГБПОУ. То есть это, это даже не название этого колледжа. Ну, мы уже не раз вначале КСИБ лучше написать. Это то же самое, если написать университет или колледж. Так, это следующий вариант. У нас не было видео по предыдущему знаку. Давай, Джабраил, как раз, да. Здесь было видео. Сейчас я... Можешь включить его? Я включил. Он сделал презентацию, перенес в 3D логотип. Это, конечно, очень здорово, классно смотрится. Да, 3D и анимация классная. Да, мы здесь, наверное, больше рассматриваем сам знак, сам логотип. Но подача прикольная, да, классно сделана. Хочется отметить... Презентация интересная в любом случае. Труд. Да, человек старался. Здорово. Это очень результативно, или как бы это сказать, очень хорошо действует на заказчика. Когда это очень важно, да, как ты подаешь самой работы, очень важно, как ты это
преподносишь, чтобы заказчик видел, как это будет потом выглядеть в дальнейшем, ну, какой-то анимации, в заставке или еще где-то. Проще говоря, презентация полдела. Да, за презентацию ставим 5+. Так, ну что, дальше поехали. Так, сейчас я следующий логотип и добавляю свой экран. Опять Здесь черномаховые показаны, и это не совсем хорошо, то есть мы не можем объективно рассмотреть полностью, вот это черномакапы не совсем понятно. Но что здесь мы видим? Видим здание, да, силуэт здания какой-то. давайте прочитаем комментарий, который он писал к этой работе, чтобы, может, мы что-то не знаем. Прошу. Вот, кстати, в первом варианте он пишет, что там был еще была книга и орел, но мы этого не увидели. Нет, он про другой вариант. Как раз-таки здесь второй вариант, это первый, то, что мы смотрели. Да. К, С и Б они поместили. Причем К, Б пустой между этим букв. Ага. Ну да, второй вариант мы уже рассмотрели. Получается, следующий у нас идет Вот этот вариант. античная архитектура, колонн, намек на архитектурный стиль Магаса. А в Магасе, да, этот колледж находится или что? Почему Магас? Не знаю, возможно, Магас. Если в Магасе, и если это здание новое, то есть город Магас новый, возможно, стоило как-то, ну, я не к конкретной работе говорю, а вообще в целом никто, по-моему, не попытался как-то отобразить здание этого колледжа, да, хотя, ну, еще зависит от того, как оно само выглядит, конечно, это здание. Возможно, здание не очень привлекательное. Если тут античная архитектура, как мы выше это отмечали, то зачем, почему, то есть при чем здесь это античность и Ингушский колледж? Совсем Ты, конечно, ты прав, конечно, но с другой стороны, вот магасовский стиль, в принципе, читается. Надо отдать должное. Вот эти вот магасовский стиль, разве что вот этот купол верхний, я имею в виду вот античные, вот эти колонны, вот эти... Да, не нужны были. Архитектурные. Что здесь? Здесь КСИП, солярный знак, солнце и здание античное. Вот по смыслу есть вопросы, опять-таки. И, в принципе, и по исполнению там толщина линий везде разная, вот в солярном знаке, в лучах. Эти лучи. И много вот этих линий. Мне кажется, такой стиль, он немного устаревшим смотрится. Мне почему-то вспоминается, если кто-то помнит, вот канал РТР, раньше он назывался, вот сейчас он Россия называется, РТР, у них когда-то был логотип, вот много просто. Почему-то я когда такие логотипы вижу, сразу вот старый логотип канала РТР вспоминаю. Возможно, это чисто субъективное мое восприятие. Субъективно. Да, вот этот стиль, возможно, не совсем мне нравится. А так... Эти линии, они мешают читаемости, считыванию вот самого слова внутри. Они смешиваются в одну какую-то массу из линий и теряются буквы внутри. Колледж, большое жирное слово, сервис забыто, тонкое и серое, то есть и по цвету отличается, и по толщине букв. Да. Не стоило так, но одним шрифтом, одним размером написать колледж сервис забыто. Та же проблема, зачем выделять слово колледж и давать такой маленький, прежде всего, сервис убыту, как будто название... Это как подстрочник, кстати, написано почему-то. Обычно так пишется подстрок. Да, таглайн обычно так пишется. Я заметил, у многих местных логотипов, там, магазинов всяких, там, заведений, часто пишут, если это магазин, выделяют слово «магазин», а название где-то маленьким... Да, надо
делать акцент на какие-то ценности организации. Если это колледж, то в чем смысл, посыл этого колледжа? Если это магазин, то есть какую-то выделять ценность, а не сферу деятельности. Как будто колледж, вот прохожим, которые проходят мимо колледжа, для них кричащее название: «Эй, чувак, это колледж, заходи». Так, давайте тогда следующий. Насчет того, что вот сервисы и быта по ширине, если делать меньше, чем вот верхнее слово, то опять-таки вот тут тоже работает, должен работать закон контраста. Либо сильно, ну, вот контрастность, чтобы было, либо прям по размеру, вот, по ширине, как слово колледж должно быть. То есть тут чуть-чуть меньше, чем слово колледж, и это как-то... Здесь расстояние здесь между буквами больше, чем расстояние между двумя строками. Нужно было... Ну, да, возможно, больше. Хотя и здесь опять та же проблема и как пробелами с пустотами. И разваливается вот эта вся конструкция. Один пробел должен оставаться между словами. Всегда нельзя 2-3 пробелами расширять пространство между словами. Многие, кстати, наверное, про этот момент не знают. Хорошо, что вы его отметили. Про то, что объекты должны группироваться и пространственно. В принципе, эта группировка разделяется, ну, как один из вариантов пространства. То есть на многих этот косячок, по-моему, прослеживался. И здесь тоже. Может, не все поняли сейчас, о чем вы говорили, я поэтому говорю. Угу. То есть, чтобы группировать пространством, объекты группируются. То есть колледж группируется за счет пространства. Спускаете строку вниз, и он группируется. Я предлагаю нам ускориться, потому что мы уже 1,5 часа в эфире, и мы сами, наверное, устали, зрители. Да, интересно. Я предлагаю по несколько предложений. Да, вот текст мы почитали, я думаю, можно перейти к работе. В целом, классно, что Орел страницы объединили. Вот этот прием прикольный, вот форма прикольно получилась. Но проблемы с мелкими деталями вот этих контуров верхних. Голова не сочетается со страницами, кстати. Да. Нижние более толстые такие контуры, верхние тонкие, и сами по себе тонкие линии, они в логотипах, они теряются. Вот такую штуку, вот в макапе, да, в реальности, вот как, вот представьте, как ее изготовить, вот такую штуку, вот эти верхние контуры, они будут очень тонкие, и технически их практически нереально будет сделать. А в печати они тоже будут теряться. Вот если на бумаге напечатать этот логотип, то в маленьком масштабе, тем более, они будут теряться. Не сбалансированный, в общем, логотип. Здесь мелкие линии, тонкие линии снизу. Еще есть проблема с перспективой, по-моему, да, то есть вот эта шапочка академическая, она как бы немножко намекает, что вид сверху идет, но при этом сам орел идет у нас в профиль. Да. Я так понял, это не мокап, а он сделал это в 3D моделирование, потому что видно перспективы. Да, подача такая идет. Вот подача... Все знаки, кстати, надо было все-таки, ну, в основном виде, в обычном, то есть надо было предоставить, а потом уже какие-то мокапы прикладывать. И, в общем-то, это, мне кажется, не выглядит как логотип учебного заведения, больше какой-нибудь там для одежды, может быть, подошло. А как же академическая шапочка? Книга, страницы, академическая шапка нет. В этом нет, мне кажется. К учебному заведению да, но именно к учебному, именно к сервису, конечно, тут нет ссылок. Возможно, из-за самого мокапа, мне так кажется, железный такой знак. Здесь так, не так сильно это кажется. Ну, ладно. Здесь подписи нет просто знак. Дальше. Последний логотип. Последний, да? Мелкие детали крыши и башни слишком мелкие. Также вот внизу, где перо, тоже мелкие детали, элементы использованы.
А так, книга, башня, понятно все. Композиционно очень плохо то, что вот эта надпись вверх ушла, и как будто бы вот если вот рассматривать весь логотип как единое целое, у нас знак симметричный, и вот сверху прилеплена эта надпись, и кажется, что это все вправо сейчас завалится. Тем более оно стоит на тонком этом окончании пера внизу. И тени к надписи тоже, конечно, совершенно лишние, тени не нужно было использовать. Да, здесь тени не нужны. Башня сама такое большое белое пятно, несбалансированный знак сам. Ну, она как бы перетекает, я так понимаю, по идее, в перо. То есть это основание пера и башня. Перетекает, возможно, стоило эту башню контурами сделать, как и книга, которая здесь. Да, веса слишком много. Да. И сократить количество деталей. Там очень много детализировано. Чрезмерно. А так, сама идея неплохая вполне, и знак симпатичный. Да. Работать вполне неплохо будет. Да, Текст можно развивать эту идею, да, дорабатывать. Неплохо, действительно. Здесь как бы ПТЗ, кстати, может даже самый близкий. Здесь и обучение, и какая-то тема. Обучение есть, и ингушскость есть, но нету сервиса и быта. Ну, все тяжело пихнуть, конечно. Идеально не бывает, Да. Расстояние между этими двумя словами слишком большое, надо было... Самый слабый элемент, типография. Ну, это вообще исправлять надо. Вместо ксиба, опять же, снизу написать нормально, колледж, как там. Нет, ксиба, там в комментариях писали, это официальное написание. То есть, ну, я понимаю, но никто не мешает и расписать его, в принципе. И так, я думаю, можно использовать. Можно, но не вижу проблем. Даже вот слово «ксип» тут можно было бы просто по-другому написать, и было бы нормально. В общем, я заметил, что у наших начинающих дизайнеров самая слабая сторона – это типографика, и хотелось бы посоветовать. Дело в том, что это, по-моему, не слабая сторона, а ей вообще внимания особо не уделяют. То есть делают знак, а потом любым шрифтом примерно покидают. Типографика, если не самый важный, но очень важный момент вообще в создании логотипов. Да и не только в логотипах, и в интерфейсах, и везде. Типографику нельзя на второй план как-то уносить. Тут сразу логотип с пауком и с трезубцем Посейдона. Кстати, вот ты сказал, и я сейчас, наверное, не смогу развидеть этого паука, который свисает с потолка такой. Есть, но не сильно, конечно, есть, да. А то в комментариях писали тоже про паука. Я поэтому прочитал. Ну, в общем, мы уже все работы посмотрели. Я думаю... Я еще раз прошу нас не судить за то, что мы и так судили вашу работу. Мы вас судим. Я прошу с пониманием относиться к критике. Но я верю, что наши коллеги, дизайнеры, все из числа таких, кто воспринимает критику адекватно, и в этом, конечно, нет сомнений. Да, нельзя на 100% сказать, что мы везде во всем правильно все говорим, может, мы тоже ошибаемся. Да. Вы ошибаетесь. Да, ну, кроме Джабраила. Да, кроме Джабраила мы продолжаем сами учиться, развиваться, и в некоторых моментах, возможно, не являемся истинной последней инстанцией. Так что это просто как бы бизнес. Наводки и пища для размышления. В общем, тогда подводим итоги. Конкурс закончился. Работ много, работы интересные. Осталось заказчик. Классно получилось. Да. Я думаю, заказчик будет доволен. В принципе, есть из чего выбрать
много хороших работ. И этот опыт вот таких конкурсов, я думаю, вот первый опыт получился положительным, и если другие заказчики захотят, они тоже могут вот так размещать конкурсы. И это хороший опыт для начинающих дизайнеров. Да, я только вижу плюсы для всех и для заказчика, что заказчик может выбрать из различных вариантов. И для участников это очень хороший, как ты сказал, опыт, практика очень хорошая. Чем, как говорят, хороший дизайнер тот, у кого больше практики. Поэтому надо стараться практиковаться везде, где только можно. Хорошо, тогда я надеюсь, завтра или, может быть, послезавтра, завтра у нас воскресенье, скорее всего, в понедельник заказчик выберет победителя, тогда мы в группе это объявим. Если среди зрителей есть те, кому нужен логотип, обращайтесь, пишите нам в Telegram, выставляйте свое техническое задание на конкурс. Этот формат, я думаю, будет интересным и, может быть, иншаллах, будет развиваться дальше. Интересным и полезным, да. Разбор работ всегда полезно для тех, кто хочет развиваться. Окей, дигдатах. Баркол Рясхол всем, кто смотрел, всем, кто дослушал нас до конца, всем участникам Рясхол и заказчику за то, что он начал эту тему, первым выступил на конкурсе. Баркол всем, давайте тогда ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.